Для Национального фонда развития этот год выдался насыщенным. Удалось решить множество застарелых проблем. Например, с 18-этажками. Жители домов-близнецов эту зиму проведут в тепле впервые за 5 лет. По поручению Махмуда Али Калиматова построили автономную котельную с высоким запасом подачи тепла. При потребности более 3,5 мегаватт котлы позволяют вырабатывать свыше 4,5. Каждый из них сможет тянуть 70% тепловой нагрузки в самую суровую погоду. Фонд выделил на это более 20 миллионов. Благодаря финансированию фонда жители могут получать полноценные коммунальные услуги. Мощности котельной хватает для того, чтобы обеспечивать оба дома вплоть до самых верхних этажей. И я вам скажу, что качество выполненных работ отвечает всем нормам на сегодняшний день, всем требованиям. Образование, здравоохранение, спорт, строительство и ремонт соцобъектов. За счет средств из фонда финансируется сразу несколько сфер, но особое внимание организации уделяют поддержке малоимущих семей, сирот и пожилых людей. Так, в рамках акции «Мехксах» к праздникам Мархаж и Урб помощь получили жители разных уголков Ингушетии. Списки нуждающихся предварительно составлялись муниципалитетами и имамами мечетей. На праздник Ид-аль-Фитр в этом году было роздано населению более 3500 продуктовых наборов, состоящих из мяса, подсолнечного масла, сахара, муки, чая и сладостей. Это такой самый основной набор для того, чтобы можно было встретить этот праздник. На праздник Ид-аль-Адха, это Курбан-Байрам, было роздано более 1000 голов овец для того, чтобы наши люди могли достойно выполнить все религиозные обряды. Фонд создан по инициативе главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова около 2 лет назад для решения масштабных социально-экономических задач. Например, таких как водоснабжение. Этим летом ФНР приобрел для Ингуш-регион водоканала водонасосные агрегаты и машины для подвоза воды. Для решения проблем с перебоями холодной воды в населенных пунктах Барсуки, Плиева, Инарки, в Седах были приобретены насосные агрегаты по поручению главы, тоже за счет средств фонда, и поставлены ГУП «Ингуш-водоканал». Благодаря этому водонасосные станции Альтиева, Сунжинского района смогли уже полноценно подавать воду в указанные населенные пункты. Глава региона ежемесячно перечисляет часть своей зарплаты в фонд. Также средства поступают от спонсоров и меценатов. Благодаря им в этом году для эндоскопистов и РКБ закупили аппарат, широкий спектр параметров которого позволяет выявлять внутрипротекающие заболевания желудочно-кишечного тракта. Также упростилась работа медиков Малгобекской районной больницы. По поручению главы также за счет средств фонда было приобретено японское оборудование именно для этих целей. Также сопутствующее медицинское оборудование, препараты и медицинские изделия. Именно то, что касается республиканской клинической больницы. Для Малгобекской центральной больницы также по поручению главы, и все поручения они основываются на жалобах, на потребностях населения. Также мы приобрели стабилизатор напряжения, и в данный момент данная больница тоже может получать электричество без перебоев. В уходящем 21-м семьи, пострадавшие от паводков в августе, получили материальную помощь от властей. Все они – жители Сунжи и Малгобекского района. Средства распределили соразмерно понесенному ущербу, а это, по оценкам комиссии, около 4 миллионов рублей. Если говорить об адресной помощи, допустим, семьи, пострадавшие от последствий проливных дождей в этом году, семьи из Нижних Ачулуков, из Сунжи, допустим, около 100 семей получили поддержку именно от нашего фонда, чтобы люди могли исправить ущерб, нанесенный стихией. Без поддержки фонда развития не остались и специалисты Управления по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Для работы они получили альпинистское оборудование и микроавтобус. Национальный фонд развития планирует и впредь помогать нуждающимся. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.